На всех рынках Кыргызстана строго должен соблюдаться масочный режим и другие повышенные санитарно-эпидемиологические меры безопасности. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Буронов на заседании Республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Как сообщила пресс-служба правительства, в ходе заседания отмечено, что в столице продолжают выявлять факты заражения в общественных местах. Одним из таких случаев стало обращение жителя Бишкека, возможно, заразившегося в одном из крупных столичных рынков, говорится в релизе. Все, кто работает, а также ходит на рынке, строго должны быть в масках. Руководство рынков должно нести полную ответственность за обеспечение должного контроля по этому вопросу, сказал Буронов. В городе Ош в реке Акбура нашли тело иностранного студента, сообщили источники Турмуш. По предварительным данным, он упал в воду и его унесло течением. В пресс-службе МЧС сообщили, что проведены поисковые работы. Тело было найдено примерно в 9:30 на юго-востоке города Ош. В пресс-службе УВД города Ош информацию подтвердили и сообщили, что назначена экспертиза для определения причин смерти студента, тело которого было найдено в реке. Очевидцы сообщают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его тело было найдено на участке реки рядом с памятником Масалееву. В Бишкек 29 мая из Кореи и Филиппин прибыли 58 кыргызстанцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана. Они прибыли чартерным рейсом авиакомпании T-Way по маршруту Сеул-Бишкек-Сеул, организованном в рамках реализации договоренностей, достигнутых с корейской стороной для вывоза граждан Кыргызстана из Кореи и граждан Кореи, Японии, из США, из Кыргызстана. Все прибывшие в установленном порядке помещены под наблюдение для прохождения соответствующих медицинских процедур. С 5 июня начнут свою работу дошкольные образовательные учреждения. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Буронов 29 мая на брифинге в правительстве. Здесь будет свой порядок. Каждое учреждение должно быть готово к работе согласно требованиям Минздрава. Каждая из них будет проверять мэрия, которая дальше даст разрешение на открытие, сказал он. Детские сады были закрыты из-за пандемии коронавируса с 19 марта 2020 года. В Кыргызстане на утро 29 мая было выявлено 68 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу. По его словам, они были выявлены в Бишкеке 9 случаев, в Чуйской области 5 случаев, в Нарынской области 4 случая, в городе Ош 2 случая, в Баткенской области 1 случай, из числа прибывших из городов России курсантов 26 случаев, из числа прибывших из городов России кыргызстанцев Бузулук и Оренбург 21 случай. Таким образом, на 29 мая в Кыргызстане подтверждено 1662 случая коронавируса.